События 27 января 2021 года, то есть вкратце, в деталях, я все рассказал, как было, без преувеличения, без преуменьшения. За Сашей наблюдал в суде. Там коридорчик такой маленький, он ходит бедный по коридорчику. 6 плиток туда, 6 плиток обратно. И туда-сюда, как маятник. И вижу, какое отношение судьи к свидетелям, к этому делу со стороны защиты. Мне очень не нравится. То есть не слушаю, там своими делами чем-то занимаются, о чем говорят свидетели. Как-то халатно очень относятся к этому. Они торопятся быстренько дело закрыть, даже сегодня хотели уже закрыть. Не хотят слушать свидетелей защиты совершенно. Назначают суды каждый день. Видно, что они торопятся. И получается, что прокурор, в курсе того, что она приходила без отзыва, с отпуска, поэтому предоставили другого прокурора, который даже не ознакомился с делом. А сегодня она опять пришла. Она пришла уже с отзывом о 27 июля. Вот у нее будет рабочие дни до 27 июля. Вы понимаете, что именно 27 истекает срок содержания Александра в ЕРПНД. И вот они торопятся до этого дня. Уже приговор готовит, или может у него уже готов, но наша защита, защита Александра, как говорится, старается протянуть суд как можно больше, предоставить свидетелей, чтобы послушали всех. Судья не хочет, но вот такая обстановка уже накалённая. В 2 часа привезли Сашу на судебное заседание. Ольга Михайловна, адвокат Саши, не могла на это время, у нее свое другое судебное заседание, назначенное на 3:30, поэтому она написала ходатайство о том, чтобы суд отложили сегодняшний, передала через Султан Имран ходатайство. Вот сейчас выходила Султан Имран и сообщила о том, что ходатайство судья не принял, сказал, что будем ждать судью, и что они отменили тот суд, который был назначен, совершенно другой. Там были приглашены свидетели, тоже судебное заседание. И они для того, чтобы провести сегодняшний суд Саши, отменяют тот суд, на котором адвокатом тоже Ольга Михайловна. Они его взяли, отменили. Сейчас сидят и ждут Ольгу Михайловну, когда она придет на суд к Саше. Представляете, вот какой беспредел творится в судебной системе, что они вот так спокойно отменяют другие дела вот ради того, чтобы адвокат участвовала в деле Александра. Вот просто нет возмущения. Могу сказать одним словом, это было страшное судилище. За всю мою практику адвокатской деятельности такого судебного заседания не было. Просто до боли обидно и за такое судебное правосудие. Почему? Потому что после обеда судебное заседание ранее не было назначено. Ранее было назначено у меня судебное заседание по другому делу. До обеда я участвовала по делу Габышева. После обеда я, согласно графику, пошла участвовать по другому делу. Но там, судья Горохов туда позвонил, как он сказал сам в суде, предупредил того судьи. И то судебное заседание отложилось. Хотя заранее, до обеда я звонила помощнику, и после обеда она подтвердила, что судебное будет, для того, чтобы сегодня завершить дело Габышева. Меня выдернули из того судебного заседания. Я пришла без документов по делу Габышева, потому что я готовилась, брала с собой документы по другому делу. И, придя по делу Габышева, заявила, после того, как были заслушаны свидетели, заявила ходатайство о предоставлении времени. Хотя бы 30 минут я просила, чтобы привезти документы из дома, которые, поскольку я участвовала по графику по другому делу, суд в этом отказал. Уже 18 часов Александр говорит, что он устал, просит объявить перерыв. Суд в этом отказывает.
Потом я прошу время для составления ходатайства, потому что сегодня было оглашено ходатайство, которое защита считает недопустимым доказательством, а такое ходатайство должно быть заявлено в суд в письменной форме. У меня сегодня просто физически не было возможности его подготовить. Я заявляю это ходатайство, суд отказывает. Так, я заявляю ходатайство о том, что необходимо предоставить документы для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, что все документы у меня есть, необходимо хотя бы минут 30, чтобы привести, как я уже сказала, суд в этом. В общем, во всех ходатайствах для подготовки к прениям просим время, суд отказывает. Абсолютно все ходатайства, которые были заявлены стороной защиты, суд отказал, сразу же перешел к судебным прениям и удалился в совещательный. В понедельник будет оглашение уже решения. Прокурор просит направить Александра в специализированное учреждение с интенсивным наблюдением, то есть туда, где направляют обычно маньяков, убийц, серийных и так далее. Вот такое учреждение просит направить. Такой сегодня состоялся суд. Очень скорый, очень скоропалительный. Судья к какому-то сроку очень торопится. Поэтому в данном случае, конечно, мы ужасно возмущены и ошарашены даже, скажем так. Как я уже сказала, что ни разу ни по одному делу, и законный представитель службы опеки и попечительства, он тоже сказал, что ни разу такого процесса он не видел. Вообще все мыслимые законы, все права грубым образом пресекались и нарушались. То есть это было обычное судилище, наверное, можно таким словом сказать. А на этого судью можно будет написать в коллегию судей о нарушении прав? Обжалование решения и так далее, все, конечно, в установленном порядке, как положено по закону. Дальше будем осуществлять за счет Александра. Александр, несмотря на все вот эти перипетии, держался спокойно. Но единственное, он сказал, что целый день с утра сидел. Законный представитель говорил также о нарушении прав пациента. Если они считают, что пациент, он больной, находится находится на стационарном лечении, соответственно, он же должен соблюдать распорядок определенный. А тут ни ужина, ни тихого часа, ничего нет. В общем, какой-то к определенной цели, заданной цели суд шел и дошел, можно сказать, да. В понедельник будет оглашение приговора, постановления по делу. Я в жизни разное видела. И в отношении себя давления и судебной системы, и органов МВД, силовых структур. Но вот то, что сегодня произошло, это абсолютно бесчеловечный процесс, абсолютно бесчеловечный. Это вообще, что такое так? Жестокость по отношению к Александру Прокопьевичу Габышеву. В стороне защиты не дали возможность в полной мере защитить своего подзащитного. Сейчас у меня очень сильные эмоции. Я не могу даже выразить, то, что произошло. Я в жизни такого не видела. Раньше я участвовала в судебных процессах по Афанасию Максимову, Борису Попову, которые были очень резонансны. Но чтобы так уничтожать человека, так унижать, так страшно обходиться с человеком, такого никогда не видела. Будем бороться до конца.